Михаил Евстафьевич Алборов родился в 1905 году в одном из горных районов Южной Осетии, в непростой исторический период, когда регион переживал значительные социально-политические преобразования. Его детство и юность пришлись на эпоху революционных потрясений и формирования советской государственности на Кавказе. Получив образование, Михаил Евстафьевич связал свою профессиональную судьбу с юриспруденцией и правоохранительной деятельностью. С 30-х годов XX века он начал свою карьеру в органах прокуратуры Юго-Осетинской автономной области, проявив себя как принципиальный и ответственный сотрудник, стоящий на страже законности. В предвоенные годы Алборов продолжал совершенствовать свои профессиональные навыки и приобретать ценный опыт работы. С 21 мая 1941 года Михаил Евстафьевич занял должность помощника прокурора Сталинирского района, ныне Цхинвальский район, где ему доверили важную роль в обеспечении правопорядка на веренной территории. Однако прокурорскую службу прервало начало Великой Отечественной войны. Как и миллионы советских граждан, Михаил Евстафьевич был призван на защиту Родины. В 1941 году его освободили от работы в прокуратуре в связи с мобилизацией в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. Алборов, как и многие его современники, сменил прокурорский кабинет на фронтовые окопы. После непродолжительного перерыва Михаил Евстафьевич вернулся к своим профессиональным обязанностям. Но 4 июля 1942 года вновь был освобожден от работы ввиду повторной мобилизации в РККА, когда война вступила в один из самых тяжелых периодов для советской армии. Личность Михаила Евстафьевича Алборова является ярким примером судьбы прокурорского работника, сочетавшего в себе качества юриста-профессионала и патриота, который в трудный для Отечества час встал на защиту страны. Его жизненный путь отражал сложную и драматичную эпоху, выпавшую на долю нескольких поколений наших земляков.